Всем привет, с вами Варган74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. И сегодня на повестке дня у меня очень интересные инструменты, не побоюсь этого слова, уникальные, тотемные хамусы, изготовленные специально по моему заказу одним очень классным мастером. Досмотри эту распаковку до конца, если хочешь узнать, что такое тотемный хамус, как он выглядит, как звучит и почему эти хамусы изготавливаются в единственном экземпляре. Почему они так хороши. А я буду распаковывать. Пока распаковываю, буду с вами разговаривать, поэтому не перематывайте, пожалуйста. Вот. Я в варганном мире кручусь уже более 15 лет. Повидал множество варганистов, учеников. И хочу, поделиться одним любопытным наблюдением. Как оказалось, все варганисты люди весьма творческие. Лично у меня все ученики, с которыми хорошо общаюсь, все имеют какие-то необычные увлечения. Вообще я считаю, что варган — это инструмент такой для ярких индивидуальностей. Так вот, что я еще заметил? Человеку вообще свойственно наделять какие-то излюбленные предметы, которыми он постоянно пользуется. Машину, даже вот нож складной. Какими-то такими мистическими свойствами немножко очеловечивать их, там, называть там их своими друзьями. Вот. И вообще человек любит разного рода прикольные аксессуары. В общем, все то, что подчеркивало бы его индивидуальность. Вот. Это же касается и варгана. Мои ученики и просто знакомые, кто увлекается варганом, все сходятся во мнении, что инструмент, который контактирует прежде всего непосредственно с твоим телом, а во-вторых, с внутренним миром, рано или поздно становится частью тебя. Ну или как минимум твоим верным другом, там, талисманом, амулетом. И тогда я задумался, а почему бы специально не создавать такие хамусы или варганы, заточены на то, чтобы быть верным другом человека, даже оберегом и показателем его индивидуальности. И тогда мне в голову пришла идея делать так называемые тотемные хамусы, которые бы были не просто хорошим инструментом, я имею в виду с точки зрения музыкальных качеств, но и таким, знаете, другом человеку, а еще украшением, талисманом. Вот. И стал я сотрудничать с одним классным мастером. Сначала сделал тотемные хамусы для себя, а потом стал делать их для других. Почему я говорю делать? Потому что в каждый хамус я также вкладываю частичку себя, частичку своего творчества. И в результате получаются вот такие красавцы. В общем, основная идея тотемного хамуса — это такой хамус-оберег, который всегда с вами и который подчеркивает вашу индивидуальность. Вот этот хамус, к примеру, сделан для моего ученика Алексея. Этот для женщины Ольги, очень тоже с интересными увлечениями. Хамусы не для продажи. Давайте подробно рассмотрим каждый из них. Вот, например, хамус «Рысь». Как вы видите, он имеет очень интересный футляр
в виде ножен. И вот такую веревочку, шнурочек, чтобы удобно носить варган на шее. Вот так это делается. Давайте посмотрим на этого красавца. Рассмотрим его поподробнее в деталях. Как вы можете заметить, это хомус классический, такой прям якутская форма, круглое кольцо, сходящееся на конус деки. И, как у многих якутских хомусов, у него здесь есть накладка. Но эта накладка не стандартная, она сделана в единственном экземпляре. Вот. Она украшена, во-первых, резьбой в виде тотемного животного рыси. Давайте поближе поднесу. Фокусируйся. Ага, вот поймали фокус. Тотемная животная рысь, выполненная в такой стилизации под пермский звериный стиль. И в центре мы видим камушек. Это земляничный кварц. Земляничный кварц вообще считается женским камнем. Если вы интересуетесь свойствами камней и минералов, кто-то считает, что он притягивает положительные эмоции, успокаивает. И вообще кварц типа в древности использовали для защиты семейного очага. Вот. Получается, что я держу в руках такой хомус, оберег с обережным животным, с обережным камнем. Кроме того, этот инструмент прекрасно звучит. Он настроен в ноту соль, контр-октавы. Пожалуй, протестирую звук. Шикарно. Давайте сделаем так. Я на каждом хомусе отдельно поиграю, а потом поделюсь своими впечатлениями в конце обзора. Второй хомус ворон. И не просто ворон, а северный ворон. Поедет к моему ученику Алексею далеко-далеко на север. Вот, Алексей учится у меня варгану уже где-то месяца 3-4. Вот, и захотел себе хомус вот с индивидуальным дизайном. Обратите внимание, он такой более мужской, минималистичный. У него очень
лаконичное украшение вот здесь в виде двух перьев ворона на накладке. И в центре вы видите изображение ворона. Вот так. При этом хочу заметить отдельно, это хомус с тройным креплением. Он крепится на 3 точки. Вот по системе Бурцева. Существует много споров о том, вообще влияет ли эта система крепления на игру и непосредственно на звук варгана. Есть прям ярые сторонники теории заговора, что это все маркетинг, что на звук это не влияет никак. А есть те, кто прям убеждены, что вот именно тройные хомусы, да, с тройным креплением, они имеют какой-то особый вот этот якутский звук и так далее. Какого мнения я насчет звука? Я считаю, что такое крепление влияет не столько на звук, сколько на поведение варгана во время игры. Особенно это сказывается на басовых варганах. Тройное крепление, оно как бы усиливает, как я понял, колебания язычка. Точнее, как сохраняет его дольше. То есть колебание не уходит сразу в корпус. Язычок продолжает вибрировать. И с одной стороны, это очень здорово влияет на сустейн. Ну, сустейн увеличивается, понятное дело. С другой стороны, есть один нюанс. Хомус становится более чувствительным к бою. Вот. Это сугубо мои личные наблюдения, как обладателя нескольких таких хомусов. Как раз вот этого мастера. У меня есть хороший нотный набор. Хомусы все замечательные. Так что вот рекомендую заказывать. Я считаю, что тройное крепление это как минимум удобно для удержания. То есть я здесь благодаря вот дополнительной длине корпуса могу очень удобно обхватиться. Во-вторых, это просто красиво. Давайте от рассуждений о пользе тройного крепления перейдем к тесту звука. Это хомус фа контроктавы. Крайняя точка оптимальности контроктавных варганов. Говорю по своему опыту. Вот фа еще такой управляемый. Дальше там ми, ну так более или менее. Если сделать ре тройник, он уже становится прям таким непредсказуемым немножко. А вот это прям, ну вот крайняя точка между красотой и предсказуемостью. Нота фа. Какой сустейн. Я вот только задел. Это я еще дыхание не подключил. Сейчас дыхание подключу.
Класс. Как будто бы встретил старого надежного друга. Вот такие у меня ощущения от этих хомусов. Поскольку сам на подобных играю регулярно, вот руки уже привыкли, руки уже помнят. И вот берешь новый хомус из новой партии, понимаешь, что мастер вырос, такой немножко завидуешь ученикам, что не тебе такой хороший хомус пойдет. Ну что, поделюсь впечатлениями о звуке. Раз уж сыграл импровизации. Кстати, поставьте палец вверх и напишите о том, какая импровизация вам понравилась больше и в каком стиле. Ну, начну с первого хомуса, с хомуса в ноту соль. Что понравилось? Как всегда, все безупречно сделано. Мало того, что хомус красивый, так еще и зазоры имеет просто филигранные. Есть один интересный нюанс в заточке дек. Не буду о нем рассказывать, это секретное ноу-хау мастера. Но благодаря вот именно такой интересной форме заточки, звук хомуса становится таким более бертонистым, более расслаивающимся. Кто-то находит вот эти хомусы, скажем так, грязными и неуправляемыми. Я же считаю, что именно такое изобилие бертонов, оно и учит нас более четко, более чутко управлять своей артикуляцией, чтобы извлекать мелодию и управлять не только обертонами, но и всякими тембральными нюансами очень красивыми. Вот на этом хомусе, на этих хомусах звук можно очень здорово так расслаивать. Один обертон, второй, третий, такую полифонию создавать. И вот на этом хомусе тоже можно все это делать. Мне он показался очень мелодичным, очень мягким, таким женственным по звуку. Да, он басовый, это контр-октава, но при этом здесь такие прям красивые, певучие, высокие обертоны, что прям заслушиваешься. Хочется еще и еще играть на такой красоте. По-хорошему завидую обладателю. Что касается играбельных качеств, забыл сказать. Язычок здесь такой оптимальной мягкости, жесткости. Это будет первый инструмент вот из таких из серьезных. И я думаю, что новичку поначалу придется немножко сложно, но потом, вот как только моторика встанет, варган будет просто слушаться, язычок будет двигаться как по рельсам. Очень классный хомус концертного уровня отправляется к адресату. Второй хомус, ну это вообще песня ворона. Большой, увесистый, в руке лежит классно. Даже если у вас там большая лапа, все равно будет удобно держать. Во-вторых, баланс звука. Вот высокие, средние, низкие, потрясающие. То есть это не такой откровенно басовый варган, исключительно с хрипотцой. Он имеет и средние обертоны, очень красивые, и высокие обертоны на нем классно выделять. Прям вот. Такой певучий, даже не скажешь, что басовый. Не у всех высокочастотных варганов большой октавы есть такая мелодичность. Очень понравился сустейн. Сустейн восхитительный. Просто одно касание, варган поет, можно ничего не делать, артикулировать и медленно боем как-то вести ритм. Я думаю, представители якутской школы медленной игры заценили бы обязательно такой хомус. Что касается всяких европейских фишек, типа там двустороннего боя, рекомендуется оптимальный такой медленный двусторонний бой без высокой вот этой амплитуды и без демпфирования язычка пальцем. Мастер настоял, что не стоит выполнять такие приемы, вот такие, на таком варгане, потому что язычок очень мягкий.
при всей вот своей управляемости. Прекрасный инструмент, нечего добавить. Отправляется к своему владельцу. Ну, а теперь обращаюсь к вам, дорогие зрители. Что думаете? Стоит, не стоит брать себе тотемный хомус? Или, может быть, ограничиться старой доброй якутской классикой или масс-маркетом? Ну и пишите, хотели ли бы вы себе хомус тотемный с индивидуальным дизайном от меня, с индивидуальным рисунком, с подбором камня, чтобы это был ваш личный инструмент. Это же классно иметь что-то такое личное, оригинальное. Ни у кого нет, а у вас будет. Поэтому пишите мне в личные сообщения, WhatsApp, Telegram. Заказывайте разработку тотемных хомусов по вашему индивидуальному желанию. А на сегодня все. С вами был Варган74. Меня зовут Максим Тамонов. У нас с собой было 2 вот таких шикарных хомуса. Если хотите себе такой, пишите мне лично. Палец вверх под видео. Жмите на колокольчик, пишите, что понравилось, что не понравилось. Хотите видеть больше моих видео, подписывайтесь на канал. Там много всякого интересного. Обучалки, музыка, обзоры старых, новых инструментов, мое личное мнение. Короче, смотрите мой канал. До новых встреч в эфире. Всем пока. Всем варган.